Добрый вечер, это программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Мы очень часто говорим о феномене якутского кино. По меркам кинематографа смешные бюджеты, при этом безумно качественные работы во всех отношениях. Мировое признание и самая настоящая любовь зрителя – это самое главное. На всем известном портале «Кинопоиск» якутский фильм «Рядовой Черен» набрал 92 миллиона 480 тысяч оценок и получил 93 тысячи, поправляет меня гость, которого пока не видно. И по оценкам зрителей он набрал 7,2 балла. Это хороший показатель, как следствие, возможность продемонстрировать эту картину еще большему числу людей. Уверена, что количество просмотров в разы увеличится во время майских праздников, ведь фильм рассказывает историю простого якутского парня Егора Черена, который только-только попал на фронт. И вот сегодня у нас в гостях режиссер фильма «Рядовой Черен» Дмитрий Кольцов. Добрый вечер. Здравствуйте. Предлагаю сначала посмотреть вместе трейлер. Слышите? Это взрывы? Да это наши. Немцы ходят. Ну что там? Обещанное пополнение второй месяц ждем. Снайперы голову поднять не дают. А нам ответить нечем. Мессер уничтожил всю колонну. Снайперы среди уцелевших есть? Нет, товарищ майор. Набирай из тех, кто есть. Ложитесь и стреляйте во вторую мишень. А куда его бить, товарищ лейтенант? Русских появился снайпер. Организованно сработали. А куда бить врага, чтобы сложить его на голову? Была бы белка, бил бы в глаз. Чтобы шкуру не повредить. А фашистская шкура кому нужна? Ну ты, Черен, языка притащил! Куда же все-таки следует стрелять врага? В сердце, товарищ лейтенант. Николай Демин, Жигербин. Кательмана? Аңарды бұл бәлін түнкәлім. Әнтігер болды. Мен бифил был. Рядовой Черен, за мной. Есть. Чего, Таркаданын? Еще увидимся. Старшина, Я. снайперу Черену выдать оружие. Ну, съемки фильма начались еще в 2015 году. Начал их режиссер Аркадий Новиков, но в связи с его кончиной производство было приостановлено. Отснятый материал подняли только спустя 3 года, когда продюсер картины Юргун Иванов обратился к Дмитрию Кольцову. Так вот, значит, такая легенда в интернете. Но сейчас мы с вами выяснили, что сначала вы туда попали актером. Да, в этот совершенно проект. верно. У меня была такая история. На 23 февраля я купил, у меня у сына было в школе мероприятие, я купил ему пилотку для этого мероприятия и сфотографировался на селфи. Я такой подумал, поставил ее на селфи в социальной сети, в мессенджере. И подумал, у меня же никогда не будет возможности одеть советскую форму. Это же какое счастье попробовать хотя бы на себе советскую форму, в которой воевали наши деды. И буквально через 1,5 месяца мне звонит наш общий друг, оператор Михаил Кардашевский. Говорит, не хочешь попробовать? А он увидел меня. Фотку эту. Не хочешь попробовать себя в роли капитана, лейтенанта, там, я не помню. Говорит, ну почему нет, давай попробуем. Попробовал, и меня тогда утвердили. А я погрузился в этот процесс и несказанно был этому рад. В качестве актера. А как, почему так получилось, что потом продюсер обратился к вам как к режиссеру уже? Ну, там проект был на паузе. Юргун Николаевич знал, что о моих амбициях в плане кино, потому что он знал, что я занимался рекламой, занимался видеопродакшеном и имею опыт в производстве.
И решил попробовать предложить мне сначала добавить графики, смонтировать тот материал, который у нас уже был, которого не был. И я изначально изучил материал, понял, что для того, чтобы фильм был более динамичный, более интересный, надо было произвести досъем, чтобы соединить это все в одну историю. К сожалению, на тот момент роль Черина исполнял Федот Львов. Он, к сожалению, не смог принять участие в досъеме. Он был очень занят, у него была очень плотная программа в театре. И Григорий Николаевич принял волевое решение, говорит: давай попробуем переснять. Ну, тогда давайте попробуем написать другой сценарий. Переснять все вообще? Вообще все. То есть из первоначального ничего не вошло? Первоначально ничего не вошло, кроме батальных сцен. Там, это ура, все вот это. Я говорю: ну, давайте попробуем улучшить сценарий. И в итоге я несколько раз прочитал повесть Егор Черин и попытался максимально быть близок к оригиналу, так как это повесть это такие отрывки из боевых будней Тимофея Сметанина, по большей части. Это надо было все сложить в одну историю, лаконичную историю, которую можно было бы смотреть на одном дыхании, ну, киношную историю. Поэтому пришлось добавить антагониста, немецкого антагониста-снайпера, который бы противостоял Шульц, вот этот? нашему снайперу. То есть его не было, да? Его не было, да. Каких-то персонажей я взял из старого сценария, это вот Мамин такой в очках. У нас получилась очень такая интересная история. Ну, сразу загорелись глаза, и вот то, что получилось. И Григорий Николаевич согласился, говорит: давай попробуем. Вот мы рискнули, попробовали и сняли. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Если удается досмотреть до титров, то это впечатляет, потому что у вас там, значит, и роль, и режиссер, и автор сценария, и цветокоррекция, и монтаж, и чего только нет. Ну да, дело в том, что если ты при небольшом бюджете, ты очень хочешь сделать качественный продукт, и не всегда есть возможность нанять серьезных специалистов просто из-за того, что у тебя ограниченный бюджет. Ну и плюс не было сильно большого ограничения по времени, у нас не было очень каких-то красных линий по срокам. И поэтому, так как я имел опыт и в монтаже, и в компьютерной графике, и в цветокоррекции, и даже в музыке, там есть некоторые композиции, конечно, практически все композиции у нас написал наш композитор. Есть некоторые моменты, где я там подыгрываю. Ну и так получилось, что да, приходилось очень много делать самому. И не только я такие какие-то геройские поступки совершал. Петр Гуляев, который занимался там созданием танков, взрывов и много-много чего еще, самолета, мессера, мы сутками, ночами сидели вдвоем в маленькой комнатке и делали. Вот, я слышала, что вообще фильм был снят чуть ли не у одного из вас на даче, вы вырыли окоп, там все сняли под Якутском, все самолеты нарисовали. Правда это? Ну, не совсем весь фильм. Да, у нас та часть, где наши герои находятся в окопах, все съемки в окопах, это правда. Дело в том, что, опять же, из-за небольшого бюджета мы не могли себе позволить выехать куда-то далеко на поляну, сделать огромные окопы, взрывать там пиротехнику. Не так много у нас пиротехников вообще в Якутии. Мы приняли решение сделать небольшие окопы на участке нашего художника Гавриила Петрова. То есть у него на даче? Да, у него на даче прямо, потому что это было недалеко, это под Маганском тракте, и с логистикой достаточно близко. Сделали окопы, поставили синий фон за окопами, сделали навес из пленки, потому что мы понимали, что мы не успеем за осенний период все доснять, и пойдет снег, а у нас снег только в конце фигня. И подставили синий фон, и все, что в окопах, там фоны питерские у нас. Ну, просто по сюжету это не Питер, но нам важны были деревья такие более густые. Не якутские. Да, наши деревья, они все равно, наша природа там есть, но мы хоть где-то добавили природу другую.
Мгм. Ну и там очень много компьютерной графики. Расскажите, вот сколько Да, но- времени потратили и как так получилось все так реалистично сделать? Ну, там практически полфильма на синем фоне. Очень много. Ну, все окопные истории на синем фоне. Очень много. Опять же, все взрывы, все танки, самолеты. Это очень много. Мы смогли это сделать, потому что у нас горели глаза, мы очень хотели сделать этот продукт и сделать его качественным. Конечно, если бы у нас было больше времени, больше опыта, больше людей, может быть, он получился бы и еще более качественным. Ну, более качественным. А так, я хочу сказать, что тот же Петр Гуляев сделал просто огромный объем работы. И все, что сделано там, оно делалось не за деньги, или еще за что-то, знаете, за какие-то там бешеные гонорары, но делалось в первую очередь для того, чтобы сделать какой-то свой вклад вот, в очень важное дело. То есть все было прям... То есть, ну, не то, что вы взяли откуда-то там готовые... Нет, ни в коем случае, конечно. Все делалось, все рисовалось, те самолеты моделировались, танки моделировались. Чтобы вы понимали, танк — это не просто там 3D-моделька, которая ездит, у него должен быть вес, когда он тормозит, он должен наклониться. Это все прорабатывалось, все эти детали, всеми этими деталями работали. Должна быть грязь, должны быть какие-то потертости. Все это делалось скрупулезно и очень серьезно. В одном из своих интервью вы говорили, что вообще кино делалось изначально для якутского зрителя, и то, что он стал востребован в масштабах России, для вас стало сюрпризом. Ну, для меня стало сюрпризом скорее то, что получилось донести этот фильм до российского зрителя. Конечно, мы в него верили всегда. Мы знали, что если мы покажем в любом городе России, равнодушных не будет, что все будут в любом случае поклонники. Будут люди, кому понравится наш фильм. И так как нам предоставилась такая возможность разместить наш фильм вот на этих платформах, на электронных онлайн-кинотеатрах, и мы увидели, что фильм смотрят. Потом пошел рейтинг. Потом через какой-то период фильм разместили на YouTube-канале. На сегодняшний день 12 миллионов просмотров. Это очень большой показатель. Но больше всего нам нравится, мы очень сильно гордимся комментариями под этим фильмом. Есть, конечно, негативные, как и везде. Но основная мысль этих комментариев от зрителей всего бывшего Советского Союза. Ты понимаешь, насколько, когда смотришь эти комментарии, ты понимаешь, насколько у нас очень важное прошлое общее. И когда там, с Казахстана пишут, с Украины пишут, да отовсюду пишут. И даже писали с-за рубежа на английском. Но там очень много комментариев и очень таких вдохновенных и интересных. И для нас это очень важно. Причем это же, ну, получается, это же, ну, прям такой на энтузиазме сделанный проект, да, за ваши деньги. Ну, не за мои деньги, за деньги, которые смог привлечь продюсер. Опять же, возвратные деньги, которые мы должны были заработать и отдать. Ну, просто патриотические фильмы — это обычно, ну, какой-то там... Ну, это заказ, я не знаю. Там большинство патриотических фильмов помогают, да? Ну, да. Вот. Кому чем? Вот. Кому-то грантами, кому-то там что-то. Вот. Ну, что касается нас, это не был заказ какой-то. Для нас это было важно. Для нас важно было сделать независимое, пускай это какое-то независимое, но наше кино про войну, основанное на повести, очень важной повести для многих якутян, Егор Черин. Мы не преследовали какой-то там цели быть максимально патриотичными и делать ради каких-то там специальных целей. Мы делали так, как чувствовали. Мы делали это от души, и мы просто хотели сделать хорошее, интересное кино на ту тему, которая для нас ну, как бы священна. И в этом не было никаких там каких-то дополнительных, знаете, там, мотиваций. Ну, мне, во-первых, как человеку,
начинающему режиссеру дали возможность снять кино и немцы. Ну, то есть, как бы ты все детство растешь на фильмах про войну, и ты сейчас можешь сделать для подрастающего поколения тоже что-то очень важное. Тут не нужны никакие там дополнительные мотивации, там, заказы. Но в любом случае, все равно вам же чем-то Сахафильм помог, чем-то Да. Синет. Да. Мы очень благодарим, я еще раз поблагодарю компанию «Сахафильм» за то, что предоставили ну, там, автоматы, шинели, форму, сапоги, все, что, во что одеты у нас, все, что держат в руках, во что одеты наши солдаты, и немцы, и немецкая форма, немецкие каски, немецкие автоматы. Это все Сахафильм, это все наследие замечательного, драгоценное наследие замечательного фильма «Снайпер Саха», первого фильма такого очень масштабного нашего якутского кинематографа. И также нам помогли оборудованием некоторым. И я считаю, что, ну, так как Сахафильм это все равно компания, которая финансируется в основном государством, это какая-то такая все равно государственная поддержка в нашем проекте. Да, нам финансово нам помогла компания Синет, мы выиграли там небольшую сумму, которая нам очень помогла. И, ну, и все как-то вот. Нам помогали даже главы ВУЗов, некоторых, там, кто по 30 тысяч отправит. Кто А сколько всего бюджет был? Бюджет у нас составил вместе со съемками 2015 года, то есть все равно это Черина сложно разделять, вот, потому что он начинался в 2015 году, и там тоже были потрачены деньги какие-то. Общий бюджет составил порядка 5,5 миллионов. Рублей? Да, ну да, конечно, рублей. То есть это бюджет рекламного ролика какой-нибудь зарубежной шоколадки. Ну да. Да, или клипа какого-нибудь рэпера. Реклама Альфа-банка, да? Ну, что-нибудь. Моргенштерна. Да, поэтому ну, мы смогли сделать, выжить то, что у нас было. Это на самом деле это очень ценный опыт, потому что вообще сейчас тенденция идет в кино такая, что очень сложно в кинотеатрам сейчас очень сложно выживать. И вообще идет тенденция такая, что на кино все меньше и меньше, кино должно оптимизироваться. Те бюджеты, которые иногда бывают в каких-то очень таких центральных проектах, они бывают очень сильно завышены, и мы тут сидим и думаем, куда можно было столько денег потратить? Ну, потому что там, конечно, есть... Там вся съемочная группа выехала куда-нибудь. Да. А здесь мы можем это попроще сделать, можем на даче окопы выкопать, допустим, как вариант. Ну, понятно, что нельзя все фильмы делать прям с таким надрывом, что там, совсем без бюджета, да? Но мы понимаем, что не обязательно нам искать на какой-нибудь там новый проект очень-очень большой бюджет. И дело в том, что если ты хочешь что-то создать, если хочешь что-то сделать хорошее, то ты это сделаешь. Ну вот, на мой взгляд, я фильм смотрела, да, мне кажется, актеры очень хорошо подобраны, все очень гармонично смотрятся. И вот когда вы сейчас сказали, что сначала там Федот Львов предполагался, да, ну вот прям невозможно представить другого человека вот на месте Черина. Был какой-то кастинг дополнительный? Там, что... Ну да, конечно, у нас не было такого кастинга, знаете, чтобы я сидел, выбирал, и в коридоре стояла очередь из 100 человек, и все мечтали сыграть... В фильме начинающего режиссера? Да, нам наши знакомые ребята из цеха, из киношного, кто-то предлагал варианты, скидывали фотографии. И вот первый вариант, который мне предложили, это был Айтал Степанов. Я говорю, ну давай попробуем, почитаем текст. И мы прочитали, и я понял, что это Черин. Понял, что вот тут первый, кто пришел, и я понял, что это он. И прям вот он мне зашел, как я его видел. Очень приятный, очень интеллигентный, очень притягивающий к себе человек вообще. Он сам очень хороший, очень организованный. И была такая очень интересная деталь, когда в первый день съемок мы назначили съемки, назначили встречу около студии в 7 утра, а я приезжаю без 5-7, думаю, ну, я по-любому первый, однозначно я первый. А там уже стоит Айтал и ждет меня около ворот. Я думаю, это хороший знак. Значит, человек относится к делу очень ответственно. А что касается других актеров, у нас из профессиональных актеров был Дима Трофимов, кто еще...
прям вот не было людей, которые имеют опыт съемок в кино или в сериалах. То есть для Айтала это тоже дебют получился, да? У Айтала? Да. Ну, он играл, по-моему, в Чеке где-то там на фоне. И он актер театра. А вот что касается большого кино, это, конечно, для него был дебют. А что касается других персонажей, у нас там достаточно сложная ситуация с актерами, которые могли бы сыграть немцев, даже по внешним. Скажем так, не каждый славянин может сыграть немца по внешним данным. А в Якутии это совсем напряг же с этим. Да, очень сложно. Да, мы искали на роль фон Рюлиха, у нас была сложность, не могли найти. И нам очень повезло с тем, что Вячеслав Югов, что мы его нашли, он, оказывается, всегда мечтал сняться в кино. И сейчас вот он уже в «Холодном золоте» снялся, еще в одном фильме снялся, его очень интенсивно теперь приглашают в проекты там, Сахафильма того же. И тот же Шульц, я понимал, что роль достаточно молчаливая, но очень важен был типаж его такой, брутальный. Нам во многом очень сильно везло. Мы находили людей, которые прям очень классно попадали в роль. То есть, ну, считается же так, да, что когда проект пойдет, ну, то есть как-то все так складывается само собой. Было такое, да? Да. Что касается Чарина, рядового Чарина, очень много чего, что нам очень сильно помогало. И даже вплоть до той же пандемии, да, то есть в пандемию мы смогли спокойно доработать какие-то шероховатости, которые у нас еще присутствовали до пандемии. Поэтому фильм очень... Он шел сам, он сам формировался, понятно, не без нашего участия, но прям таких каких-то сильных сложностей не было. Давайте вот немножко про патриотизм в целом. Вот что для вас это? И какой человек может называть себя патриотом? Ну, вы знаете, патриотизм сейчас... Патриотизм — это в первую очередь, наверное, это гордость за свою страну, это гордость за свою культуру, гордость за те корни, за те ценности, которые тебе привиты твоими родителями, твоими бабушками, дедушками. И патриотизм — это любовь к родине, любовь к своей родине, любовь к своей республике, любовь к своему городу, любовь к своей улице, школе, классу, семье. И патриот — это не только тот человек, который патриот. Патриот — это чувство, которое очень важное, чтобы быть в одной семье с людьми, которые тебя окружают. И чем больше таких людей, тем дружнее и теплее эта семья. Семья может быть как одна семья, город может быть как одна семья, и мы все можем быть как одна семья. Ну, это немножко лирично, но я думаю, что патриот — это тот человек, который никогда не будет добиваться личных успехов вразрез с интересами твоей страны и твоего народа. Очень хорошо сказано, очень точно. Поэтому все, что мы делаем, мы должны делать. Мы делаем, конечно, для самореализации, но мы должны думать о результатах этой работы, и она должна быть полезна не только твоим детям, но и твоим друзьям, твоим согражданам, людям вообще во всей твоей стране. Но впервые за 2 года по улицам Якутска опять пройдет «Бессмертный полк», но не только Якутска. Вот, принимаете участие? Я скажу честно, я ни разу не принимал участие, у меня никак не получалось. Но я наконец-то нашел фотографию прадеда, Березовский Илья Дмитриевич. Это, получается, отец моей бабушки по маме. Вот. Он погиб в 1945 году, но я очень хотел бы в этом году пройти свой портретом, да? Чтобы у меня это получилось. Ну, кинопроизводство вообще дело сложное, затратное. Вот, с одной стороны, сейчас санкции, там все сложно, с другой стороны, вроде бы как у наших киношников открывается, ну, российских, я имею в виду, открывается окно возможностей в связи с тем, что голливудские фильмы сейчас у нас не прокатывают. Ну, вы знаете, мы живем на таком творческом островке мировом здесь, в Якутии.
И у нас ребята все талантливые, которые делают свои фильмы достаточно независимые от каких-то мировых цепочек производства. Мы не сильно связаны с какими-то студиями, даже с московскими, с питерскими мы не так сильно связаны. Поэтому санкции нам особо не мешают. Да, есть проблемы там с программным обеспечением, есть технические какие-то проблемы. Но чем сложнее, чем больше проблемы, тем интереснее ее решать. Я думаю, что мы больших проблем в творчестве у нас проблем не будет. Мы все равно найдем возможность реализоваться. Ну, у вас сейчас вот новый проект, это, ну, фэнтези, если я не ошибаюсь, да? Да, Скажите, пожалуйста. Нет, я не смогу рассказать прям широко как-то, потому что нет. такая очень сложная история. Но я сейчас немножко хочу отдохнуть от военной темы, потому что все равно есть военные проекты, есть задумки сценариев очень хороших. Но я хочу немножко пофантазировать. Просто ребята, с которыми мы работали над «Рядовым Чериным», ребята, которые, тот же Петя Гуляев, да, ребята, которые помогали нам по графике, где-то по цветокоррекции, кто-то... Ну, в общем, есть люди, с которыми интересно было бы сделать более амбициозный в графическом плане проект. Тот проект, который я сейчас хочу, который мы задумали, там будет больше графики, там будет больше экшена, там будет такое фэнтези. Мы сможем развернуться на полную и, конечно, привлечь молодых специалистов, молодых ребят, которым будет это интересно. И воспитать новые кадры, которые, мы очень надеемся, будут работать здесь, вообще на благо нашего кино. Потому что сегодня, чем больше у нас будет специалистов, тем больше будет интересных проектов, тем больше проектов будет, которые будут не просто известны, а которые будут приносить деньги сюда, в республику, и развивать всю нашу киноиндустрию. Так как мы все видим, как наше кино развивается, у нас очень большое-большое будущее. И каждый проект, каждый амбициозный проект, который поднимает планку, он как раз и формирует вот это новую реальность нашего кино. Ну, это какой-то фэнтези по мотивам Маланхо, там, якутское, там что-то, нет? Нет, там есть всего понемножку, там фильм про параллельные миры, про советские технологии, разработки, про советский космос и про душу человека. Но очень в двух словах не объяснишь. Я думаю, что ближе к осени у нас сформируется, у нас уже скоро будет, приступим к съемкам первой сцены, и это будет тизером. И я думаю, ближе к концу лета мы проинформируем зрителей, ну, всех, кто... Слушайте, ну вот вы говорите о развитии якутского кино, об индустрии, о том, чтобы вот ребята работали здесь, в республике. А не было у вас никогда там мысли на волне успеха там вот этого фильма уехать, ну, в Москву, там, я не знаю, куда-то? Я не хочу выглядеть, знаете, так что... Нет, не было. На самом деле, здесь у нас возможностей очень больше. Я объясню почему. Потому что здесь мы здесь свободны. Мы свободные творцы. Да, у нас там не всегда есть бюджеты, да, но мы снимаем то, что мы хотим, про что мы хотим, на языке, на каком мы хотим. И мы знаем, что у нас есть свой зритель. Пускай это там не самый большой зритель. Почему якутское кино сформировалось? Почему оно появилось? Потому что есть свой зритель. Ну, не возьмут нас в Москву, мы покажем здесь в наших кинотеатрах. Мы не заработаем мы себе на квартиру, но заработаем на... Машину. Заработаем на... Камеру или лапшу быстрого приготовления, неважно. Но главное, что мы что-то сделаем, и это увидит своего зрителя. Поэтому я не то чтобы не хочу там бить себя в грудь, но я не вижу. Мы хотим развивать кино здесь. Пускай они сюда приезжают. Вот у меня концепция такая. Пускай они приезжают сюда, пускай они участвуют в наших проектах. А мы здесь очень хорошо живем. Ну, иногда холодно, но ничего, мы привыкли. Креативная экономика – это вообще такое направление, которое сегодня стараются развивать все прогрессивные люди. Кино – это, безусловно, часть креативной экономики. Но вот как вы считаете, за каким там направлением будущее? Ну, знаете, вообще само понятие креативная экономика – это что-то такое. Я не сильно с ним знаком, но я так понимаю, что есть креативный сектор экономики, где люди занимаются креативом. Для меня креативная экономика – это, наверное, что-то из
Креативная экономика была когда-то и в Советском Союзе, когда за то, что на заводе ты ввел какое-то новшество, изобретение, ты потом всю жизнь получал за это дополнение к зарплате. Вот это была креативная экономика. То есть человек скреативил и получал за это деньги. Улучшался процесс работы. И вот я считаю, что с точки зрения экономики это более креативная история. Что касается креативного сектора, то здесь очень сложно что-то конкретно выделить. Да, конечно, IT это всегда это завтрашний день, искусственный интеллект и так далее, и так далее, и так далее. Но нам, конечно, ближе кино. Но дело в том, что и IT, и кино сейчас начинают переплетаться очень сильно. И надо быть в современном мире, надо быть специалистом во всем. И где-то в IT, и в программном обеспечении, и в цветокоррекции, и в камере, и так далее. Поэтому, да, скорее всего, это такой, знаете, симбиоз разных направлений. Главное, чтобы у наших ребят горели глаза, и они верили в завтрашний день. Они знали, что вот если они сейчас изучают, что касается кино, допустим, они изучают премудрости цветокоррекции, то же они знают, что завтра они пойдут на работу, допустим, в наш проект или еще в какой-нибудь проект. У них будет работа. Они будут зарабатывать, что это не просто хобби какое-то, а сегодня он занимается этим ради хобби, а завтра пойдет, ну не знаю, там, таксистом или кем-то, для кого не нужно такое специальное какое-то образование. Поэтому очень важно, чтобы мы сейчас создавали какие-то проекты, привлекали ребят, они знали, что их будущее будет обеспечено. Но вот «Черен» это коммерчески успешный проект. Он изначально задумывался таким? Ну, он изначально задумывался хотя бы не прогореть. Вот таким он задумывался. Потому что деньги были заемные, естественно. Да. Но на сегодняшний день за счет того, что вот эти вот успех на платформах, я не скажу, что мы зарабатываем какие-то большие деньги, но мы не заработали, скажем так, в 2 раза больше, чем там потратили на него. Поэтому он точно не убыточный, и сейчас он продолжает немножко нам помогать в наших будущих проектах. То есть финансово немножко нам, скажем так, поддерживает нас. Но это не те истории, знаете, что выпустил проект, его увидел весь мир, и ты на завтра купаешься в деньгах. Нет, это немножко по-другому все, оказывается, работает. Оказывается, к сожалению. Но на самом деле мы очень рады этому успеху, мы очень рады, что он живет и что у него свое. Ну вот коммерческое кино есть и есть фестивальное кино. Так вот вам что интереснее? Ну что касается фестивального кино, это немножко другой жанр, он более свободный, может быть, да. Но мне коммерческое кино нравится просто потому, что мне больше нравится смотреть коммерческое кино. Я не смотрю фестивальное кино, я простят меня мои коллеги по цеху, я немножко не понимаю все эти... Тарковский. Да. Я немного из другой истории, я воспитан на ВХС-кассетах. Терминаторы. Да, «Назад в будущее» и так далее. Я всегда мечтал снять что-то такое очень зрелищное, то, что понравится моим детям, понимаете. И я не хотел бы показывать людям какую-то тяжесть жизни. У людей очень много тяжести жизни и так. Какие-то проблемы, и идти в кино, платить за эти деньги и опять переживать. Это моя концепция. И я всегда хочу, чтобы зритель пришел в кино и отдохнул от каких-то своих будней. Поэтому, конечно, мне интересно коммерческое кино и в плане того, что оно дает большой толчок для развития и дает больше энергии, позитива и желания жить моим зрителям. Ну, его и сложнее делать, наверное, или нет? Коммерческое кино? Ну, кому как, не знаю. Мне легче коммерческое. Мне сложно найти какое-то фестивальное. Меня никто никаких фестивалей вряд ли позовет. В СМИ была информация о том, что 9 мая фильм «Рядовой Черен» покажут, ну, может, прям 9 мая на федеральном канале. 9 мая. 9 мая? 9 мая на федеральном канале. На СТС. На СТС. Кого бы вы посоветовали его посмотреть? Кому бы посоветовал посмотреть? Это фильм для... Ну, в первую очередь, мы делали его для подрастающего поколения, то, как завещал Тимофей Сметанин. Тимофей Сметанин писал свою повесть для мальчишек, девчонок, подрастающего поколения. И мы этот фильм делали для них. Когда я первый раз, у нас был первый показ, я сказал, что наш фильм это конкурентный продукт, мы вступаем в конкурентную борьбу с Голливудом. Я так продюсер посмотрел. Я говорю, с Голливудом за наших
за наших зрителей, за наших мальчишек, девчонок, за наших мест, вот за наших. И мы должны были показать нашим подрастающему поколению, что есть супергерои, не те, которые летают между небоскребов, а вот такие простые. Поэтому, в первую очередь, подрастающему поколению, вообще это фильм для всей семьи, там нету крови, там нету надрыва какого-то. Очень такое кино хорошее, как говорят в комментариях. Ну и давайте поздравим с праздником Победы. Для меня большая честь поздравить якутян с праздником Великой Отечественной войны. Дело в том, что этот праздник очень важен для нас. И этот праздник, я хочу поздравить и сказать, что мы должны в первую очередь сохранить вот эту память о этом огромном подвиге, который совершили наши деды. И эту память мы должны нести, оберегать, если надо, защищать. Всех с праздником Великой Победы. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Спасибо вам большое. Желаю что удачи пригласили. во всех ваших проектах. Ну что ж, на этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.